высокой скоростью, чем украинские. Но да, он меня подвел. Мне не нравится это видеть. Смена риторики Трампа, что это означает? Стоит ли после таких заявлений ожидать каких-то действий в военном плане против России? Мы какое-то время тому назад предполагали и по сию пору ошибочно, фантомно еще полагаем, что Трамп – это политик. И поэтому любое его слово имеет какой-то вес, а любая мысль, так или иначе, его собственная мысль. Что сказал Трамп, зависит только от таблеток. Если он вдруг заявил что-то такое про Россию-агрессора, это не значит, что он помнит об этом к вечеру. Трамп только что потопил у Венесуэлы подводную лодку, потому что она везла наркотики. И когда корреспондент у него спросил по поводу этого совершенно удивительного, нелегитимного нападения на Венесуэлу, но когда подводную лодку утопили, вот только что, и корреспондент спросил, а зачем вы утопили-то? Он говорит, так она же наркотики везла. 300 миллионов человек в прошлом году умерло, сказал Трамп, от наркотиков. Ну, поскольку Трамп не очень знает, что Земля круглая, а глобус содержит еще какие-то страны, кроме Венесуэлы и Америки, есть основания полагать, что он имел в виду население Соединенных Штатов. То есть в Америке в прошлом году умерло 100% населения. Америка обезлюдила. И именно поэтому сегодня он утопил подводную лодку. Поэтому если вдруг Трамп заявил, что 300 миллионов погибло от наркотиков, или, например, за эту неделю 8 тысяч человек погибло на фронте на Украине, или, например, Россия – это агрессор, так это у лечащего врача нужно спросить. Завтра диагноз подтвердится? Или завтра будут только витаминчики и никаких профилактических мероприятий? И тогда Россия опять не агрессор, Путин за мир, лучший друг, и его фотография на стене будет греть сердце. И во время Второй мировой войны Генри Форд, он, например, держал себе портрет Гитлера, и Генри Форд был награжден Железным крестом как спонсор фашизма. Благодаря Генри Форду Европа получила фашизм. Партия НСДАП выросла на деньги, напрямую на деньги, то есть не косвенно, а напрямую, потому что Генри Форд из своего кармана платил партии НСДАП, той самой, из которой вырос германский фашизм. И на протяжении всей войны у Генри Форда, у него было прекрасное